череде суетливых дней все же важно анализировать увиденное и услышанное. Да, нужно находить время для этого. Я буду это делать сейчас, друзья. Присоединяйтесь. Здесь я делюсь своими мыслями о том, что лично мне кажется важным, потому что я уверена, понятие сути происходящих событий определяет наши отношения и формирует нашу позицию. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Жекова, и это «Свободный взгляд». В известном романе «Тени исчезают в полдень» свет полудня – это момент истины, когда скрытые действия и тени прошлого становятся видимыми, а то, что держалось на иллюзиях, разлетается. Аналогично можно сказать, что в молдавской и гагаузской политике время от времени наступают свои полдни, периоды, когда меняется общественное настроение, усиливается контроль государства, а политические проекты, построенные на обмане избирателя, на подкупе, популизме, теряют поддержку. На этом фоне часть сторонников еще недавно шумных отдельных лидеров или движений исчезают, уезжают или просто перестают проявлять активность. И это, я думаю, можно метафорично сравнить с исчезающими тенями. В целом смысл выражения «исчезающие тени» ведь сводится к переходу человека из состояния видимости и известности в состояние невидимости, незаметности, а может быть и забвения. Ну давайте обо всем, а правильнее обо всех и по порядку. Никаких введений в тему Шора в Гагаузии делать не нужно. Все знают, и пострадавшие, и не участвующие в его схемах, и митинговавшие, и финансово поощренные – все. Мы знаем, кто стал ядром поддержки Шора в Гагаузии сразу после выборов. А потом отправились к Шору и Виктор Петров, Александр Суходольский и Василий Боля. Двое последних ушли от социалистов к Шору, видимо, за перспективой. Потом был Шор с передвижных экранов. С ним связывались по видеосвязи, и люди смотрели на экраны и аплодировали ему, виртуальному Шору. Так Шор в июле 2023 года представил исполком. И ни один из его членов не нашел за 2 года позорным свое нахождение в команде осужденного и скрывающегося от правосудия. Он лично говорил с каждым и лично представил их с экранов. То есть у каждого члена исполкома, получающего зарплату из наших с вами налогов, есть личная связь с Шором. Я каждый раз думала, а что, собственно говоря, мог сказать человек, осужденный за кражу миллиарда у страны, чтобы убедил этих людей согласиться стать членом его команды? Это, по-моему, позор позорный для тех, кому важна своя человеческая репутация. Нет, я не выношу вердикты, этим занимается суд. Я понимаю, что каждый член исполкома принял такое решение, которое ему позволила совесть. И я не буду говорить, что я уважаю их решение, но я знаю, каждый человек имеет право принять решение, которое он лично считает важным для себя. У меня претензия к ним как к госслужащим. Почему за наши с вами деньги они помогали осужденному на 15 лет взбаламутить автономию и сделать ее нерукопожатной для всех, и даже для Турции? На страницах истории Гагаузии останутся имена тех, кто помог Шору дискредитировать автономию. Я думаю, что это произойдет. Но что только не пришлось им, стоящим в строю у Шора, делать за эти 2 года. Носить гордо членство команды Шора. Илон Мироныч, ты у нас в сердцах, мы тебя любим, ценим и уважаем, и мы знаем, что ты всегда рядом с нами, сказал Узун. Им пришлось научиться собирать митинги, научиться хорошо орудовать мегафонами, раздавать и собирать плакаты после митингов, раздавать деньги, как стало ясно из многочисленных арестов членов шоровских ячеек. Но плакаты свернулись, протесты закончились, а их организаторы, представители Шора, с середины октября, по-моему, перешли на жизнь в скрытом режиме. Вот, к примеру, почему бывший депутат парламентской группы «Победа» Александр Суходольский перестал появляться в публичном пространстве? После выборов Суходольский утих, а затем и потихоньку, кажется, вовсе исчез.
Но сложно поверить, что человек, правдиво ведущий за собой людей на митинги, вдохновляющий людей на протесты, может исчезнуть вот так. Но согласитесь, серьезный политик, уважающий людей, которые за него проголосовали в разное время, не может так себя вести. Напомню, Александр Суходольский был избран депутатом Народного собрания Гагаузии в 2016 году, но мандат не доработал и перешел в парламент Молдовы. Для начала покинул партию коммунистов и в 2019 году был избран депутатом парламента от партии социалистов. Чуть позже от социалистов ушел в партию Возрождения, партию Клон Шора, и уже с 2023 года действовал активно в команде лидеров шоровских партий. Когда говорю «действовал», не думайте, что он активно действовал как депутат парламента. Мы не слышали о законах, предложенных Суходольским. И вообще, когда человек, за которого голосовали жители автономии, за 3 года поменял 3 партии и за 8 лет депутатской деятельности в Народном собрании и парламенте Молдовы не проявлял активности, я хочу спросить вас, вот вы и дальше будете голосовать за таких кандидатов? Я уверена, если бы мы, избиратели, ставили бы на чашу весов дела политика, то в парламент и в Народное собрание попадали бы люди с опытом, авторитетом и человеческими ценностями. Люди честные и способные работать, а не продавать себя то одной, то другой партии. Следующая фигура – заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии Виктор Петров. До утверждения в этой должности он был депутатом Народного собрания Гагаузии с 2021 года. Он входил во фракцию социалистов в Народном собрании и боролся за должность председателя законодательного органа. Как известно, тогда был избран Константинов, а Петрову, видимо, рядовым депутатом было не очень, но аппетит ведь приходит во время еды, и в 2023 году он баллотировался в Башканы, но не прошел во 2-й тур. Видимо, хотелось большего. И, видимо, за этим большим он и полетел к Шору, повторюсь, в компании Суходольского и Боли, сразу после выборов в Башканы в 2023 году. Полетел, как видно, не зря, потому что список кандидатов исполкома менялся несколько раз, но кандидатура Петрова сохранялась, и в сентябре 2023 года он оказался в числе представленных самим Шором членов исполкома. Так он стал заместителем главы автономии. Виктор Петров, отвечающий в исполкоме за образование и социальные вопросы, ничем не запомнился за 2 с лишним года. Не было предложений по изменениям в образовании, в медицине и так далее, потому что человек никогда не занимался этим, не управлял ни одной публичной структурой, не разрабатывал и не был автором какой-то социальной программы, законодательной инициативы. Он же не для этого в исполком к Шору просился. Статус, влияние, доступ к средствам, выход в большую политику, где есть встречи с президентами, министрами. Хотелось этого, наверное. Гагаузия оказалась в изоляции из-за того, что официальная власть в лице Башкана, исполкома и руководства Народного собрания Гагаузии связана с осужденным Шором. За их связи с криминальным элементом ни одна международная структура ни в Молдове, ни за пределами страны не вела диалог с Гагаузией. Петров – один из виновников того, что происходит сейчас с автономией. В феврале 2024 года Петров был включен в санкционные списки Европейского Союза, Франции, Бельгии и Швейцарии, как лицо, связанное с Илоном Шором. Его медиаресурс gagauznews.md был признан распространителем пропаганды и дезинформации и был заблокирован. Последняя информация о Викторе Петрове на официальном сайте исполнительного комитета была в начале октября этого года. Он принял участие в заседании правления Совета муниципалитетов Тюркского мира, которое прошло 2 октября в городе Кония, Турция. И все. Извините, не все. На заседании исполкома последний раз Петров был 17 октября. И вот здесь все. Представляете? Человек, занимающий должность заместителя Башкана, получает зарплату из наших с вами налогов ежемесячно в 20 тысяч леев. И его нигде не видно, не слышно вот уже 2 месяца. Не работать и получать официально такую зарплату? Так нельзя. А за что мы, налогоплательщики, платим? Почему он не работает, а зарплата у него есть? А пенсионерам он,
как и вся команда Шора, ведь обещали по 1000 леев компенсации на зимний период. Этих денег люди не получали. Петров исчез, и общественности неизвестно о том, как он исполняет свои обязанности. Еще один чиновник исполкома, которого без сомнения можно назвать тенью Евгении Гуцул, потому что с первого дня ее башканства он был с ней всегда и везде. Такое буквальное преследование башкана – не что иное, как глаз самого Шора, живущего в Москве, но желающего знать все и вся о команде, которая работает на него. Да, на Шора, не на Гагаузию. Этот человек – тень Гуцул, не имеет никакого отношения к Гагаузии. Его здесь никто не знал и не знает сейчас. 2 года бюджет автономии возит его из Кишинева и обратно каждый день. Он у нас на заработках. Сначала Шор назначил его в свой исполком нештатным советником башкана, но потом устроил его заместителем начальника Главного управления внешних связей, чтобы перевести его на содержание на бюджет. Да-да, вы верно поняли. Речь об Юрии Кузнецове. Тот самый, который в видео из перехваченной переписки тогда еще советника башкана Юрия Кузнецова, а также голосовые сообщения, в которых человек с голосом, похожим на голос Кузнецова, называют гагаузов тупыми ишаками. И косвенно признается, что кишиневские протесты были проплаченными. Кузнецов всегда сопровождал Гуцул. В интернете не счесть фото залов заседаний судов, с пеших прогулок по улице, с визитов мероприятий, где он везде с Гуцул. Из журналистских расследований становится понятно, что он официально выполнял юридическую работу в исполкоме. Из отчета же, подготовленного внутри шоровской структуры для ФСБ России, узнаем, что Кузнецов осуществлял, внимание, надзор, руководство и контроль за деятельностью башкана Евгении Гуцул и исполнительного комитета Гагаузии. То есть фактически руководил Гагаузией Кузнецов. Так решил Шор. Он же выполнял роль черного кассира, выдавая нелегальную доплату формальным подчиненным Гуцул. Правда, как утверждается в отчете, часть сумм оседала в его карманах. Вот карточка Юрия Кузнецова из этого отчета. Для нас выполняет выдачу материального стимулирования членов исполнительного комитета Гагаузии, распределяя дополнительную заработную плату в размере от 1500 до 3000 евро в месяц. Деньги обычно отдаются большинству руководителей исполнительного комитета Гагаузии, но иногда присваивает себе определенные суммы. Факт минимизации Кузнецова в публичном пространстве зафиксирован сразу после 5 августа 2025 года, когда башкана Евгению Гуцул приговорили к 7 годам колонии за незаконное финансирование бывшей партии Шор. 1 сентября он еще был на первом звонке в одной из школ Гагаузии. Ну да, это же его основная работа, за которую он деньги получает. Ходить и поздравлять учителей и учеников. А после публикации материала о черной кассе Шора 9 сентября Кузнецова и след простыл, и никто больше в гагаузском публичном пространстве, работающего в исполкоме, не видел его. А что, если это сговор 2 сотрудников исполкома, Петрова и Кузнецова, а может вместе с ними и Суходольского, скрыться из виду до лучших времен? А зачем понадобилось исчезать из виду? Честному политику, чиновнику, несущему ответственность за свои действия, заявления и решения, незачем прятаться или незаметно исчезать. Значит, есть за что. И, наверное, есть причина. В список исчезающего в тень можно причислить и исполнительного директора ГРТ, ставленника Шора Василия Дерменжи. 2 года подряд общественное радио и телевидение служило Шору, и это стоило бюджету 11 миллионов леев. Многочисленные штрафы за нарушение аудиовизуального кодекса РМ, более 400 тысяч леев, компания должна выплатить, а это наши с вами деньги. За что? За то, что обслуживали Шора в нарушении закона, и заплатим за это мы, налогоплательщики, не Шор, его тут нет и не будет, не Дерменжи Василий, его же тоже нет на этой должности. Спросите вы, почему, как так?
Ну просто. Члены наблюдательного совета ГРТ, как приняли его на работу по указанию Шора, видимо, также по указанию беглого преступника освободили его с должности без предъявления ему претензий за многочисленные нарушения закона. Не потребовали публичного финансового отчета от руководителя ГРТ. А зачем? Их задача была использовать ГРТ, и члены наблюдательного совета, на мой взгляд, создали все условия для ставленников Шора на ГРТ. Итак, о Василии Дерменжи известно, что был менеджером сети магазинов Шора Миришор, отслужил 2 года во славу Шора на ГРТ и безнаказанно исчез. Так же незаметно для общественности, как и пришел. И уже становится нормой для сторонников Шора. Уходу с высокой должности предшествует заслуженный отпуск. Друзья, список политических персон, исчезнувших также незаметно, длиннее, если включить в него всех тех, кто заключил сделку с Шором по всей Молдове. Мы знаем, что более 12 представителей шоровских ячеек из разных районов Молдовы были осуждены сроком от 4 до 12 лет за получение денег от организованной преступной группировки. Мэра Аргеева Татьяну Кочу, ставленницу Шора, не видели на рабочем месте более 2 месяцев. Мэра Тараклии Вячеслава Лупова около полугода, пишут, нет на работе. Кому-то благополучно удалось уехать из страны, Марине Таубер, к примеру. Думаю, ей многие завидуют. Кому-то удалось сбежать, кому-то пришлось затаиться и сделаться незаметным, неслышным, недвижимым. О ком-то нет никакой информации вообще, словно их и не было. Чья-то судьба закована Шором в браслеты, а кого-то Шор довел до тюрьмы. Довел со свойственным ему цинизмом и с таким же цинизмом на днях объявил о закрытии своих социальных программ и о том, что он прекращает политическую поддержку своих сторонников. Сделал свое заявление и точка. Шор был и весь вышел. Его заявление дало старт отказу от должностей многих его сторонников по Молдове. Мэр Аргеева, Тараклии уже ушли. Но ни один член исполнительного комитета Гагаузии не сделал подобного заявления. Это наводит на мысль, что Шор еще влияет на автономию, пока есть его люди в исполкоме. Новый план Шора? Возможно. Шор уходит в тень, а его люди, те же, с кем он лично говорил в 2023 году, остаются в исполкоме. Каково это быть частью команды преступника, я не знаю и вам не желаю. А впрочем, каждый решает сам. Мне кажется, Гагаузия, невзирая на то, что она обманута Шором, проходит этап естественной перестройки. Политические центры влияния смещаются, а ожидания общества становятся более прагматичными. Мне так кажется. Тени исчезают, но на их месте формируется новая политическая реальность региона. Какая именно, покажут ближайшие месяцы. Друзья, возможно, вы не согласны с моими взглядами, оценкой происходящего и моими выводами, но вы, я уверена, тоже размышляете, анализируете и делаете свои выводы. И это правильно. С вами была я, Екатерина Жекова, и это был мой свободный взгляд. Делитесь своим мнением в комментариях, друзья, и пусть комментарии перейдут в дискуссию, здоровую, корректную. Это то, что нужно нашему обществу. А еще ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Gagos-Media. Ваша активность помогает продвижению нашего проекта. А на сегодня все.